Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на третьем дне выставки картин замечательных работ нашей молодой художницы Абубакаровой Марьям Саидмагомедовны. Марьям родилась 17 июля в 2001 году в селении Елдаган. К сожалению, родилась особенным ребенком. Марьям не слышит. Но это не помешало ей вырасти жизнерадостной, очень креативной девочкой. Нет таких людей, без которых не продолжалась бы жизнь. Лишь есть такие люди, по которым мы сильно тоскуем. Они как звезды на небе, далеко, а мы продолжаем чувствовать их сердцем. Каждая картина – это маленький кусочек чьей-то жизни, несущий в этот мир определенный посыл. Она показывает смотрящему на нее что-то очень важное, тем более если автор не может рассказать о предыстории создания своей работы. В ранних книгах по истории мусульманской цивилизации речь идет в основном о заслугах мужчин-сподвижников. Тем не менее, женщины-сподвижницы сыграли не меньшую роль в возвышении Слова Всевышнего. Одна из таких – Нусайба бинт Кааб, да будет ей доволен Аллах, по прозвищу Аммара, которая была тяжело ранена, защищая нашего любимого пророка, саллаллаху алейхи вассалам, от язычников. То, что вы видите здесь, это все, я бы сказала, тихая магия. Это безмолвное волшебство, которое нас уносит далеко, позволяет нам взглянуть вглубь себя, задуматься, кто же мы. Я надеюсь, что вот это творчество поможет ей вырасти самодостаточной личностью. У всех людей много разных способов самовыражения. Влияют на это врожденные, внешние и внутренние факторы. И именно от них зависит то,
насколько человек оригинален в презентации своего внутреннего мира. Чем больше свободы, уверенности в себе и смелости проявляет человек, тем более уникальной и неординарной личностью можно его назвать. Нельзя составлять мнение о человеке, основываясь на наличии или отсутствии у него способности слышать. Глухие, так же, как и слышащие, занимаются спортом, бизнесом, изобретают, пишут книги и картины и обладают многими другими способностями. В специальной коррекционной общеобразовательной школе-интернате для глухих и слабослышащих города Грозный на сегодняшний день обучаются 265 человек. Занятия проводятся в одну смену. Во вторую смену – самоподготовка, кружковые занятия, бисероплетение, жестовое пение, танцы, дзюдо, шахматы, рисование, резьба по дереву, лепка из глины, овощеводство и многое другое. А Марьям Бабакарова, я помню, как она пришла, ее мама привела с бабушкой вместе. Это мы были в частном доме на Невского, 33. И очень бабушка в основном переживала за девочку, за Марьям. Она так хотела, чтобы она училась. Ну и, конечно, естественно, мама тоже. Но мама очень такая приятная, скромная женщина. Она в основном стояла в стороне. Бабушка просила, чтобы ее взяли не только в классе обучали, еще дополнительно ее обучали, чтобы быстрее прошел процесс. Марьям очень такая тоже скромная, тихая девочка. Ну, она любила рисовать, но так талант не проявлялся у нее, вот как сейчас она рисует картины, потому что у нас не было такой возможности, я уже как говорила, кружковой работы не было, условий не было. Вот попала она
в такое время, когда у нас не было условий. Но сейчас она проявила себя. Я рада за нее. Правильно организованной команде каждый ее участник четко знает, что он отдает коллективу и что он получает взамен. Тем более, если работаешь в таком месте, где оставаться равнодушным просто невозможно. Профессию, конечно, я сама не выбирала. После окончания института меня направили. Видя детей, которые не могут выразить в полной мере свои мысли, было тяжело. Я думала, уйду, не буду работать. Им так хотелось, чтобы я осталась и работала с ними. Был очень интересный класс. Первый год мой первый класс в начале. И так меня научили дактильной азбуке дети сами. И так я начала и втянулась. Мне очень понравилась эта работа. 27 лет. Это не несколько Общий лет, это стаж, целая да. Да, это целая вот жизнь. уходят много у вас учителей, не справляются? Вы знаете, те учителя, которые сюда приходят, редко уходят. Не справляются, бывает тяжело, мы им помогаем. Втягиваются, остаются. Я работаю в этой школе, в школе для глухих и слабослышащих детей, можно сказать, давно, уже 23 года. Я люблю всех своих учеников, их не любить невозможно. Если бы мне сказали выбрать среди слышащих детей, среди глухих, я бы выбрала глухих. Они более воспитанные, более сдержанные. Есть среди них и талантливые дети. У людей, которые не слышат, функцию познания жизни и изучения языка играет не слух, а глаза. Информация поступает в мозг в виде картинок, и именно в виде образов и мыслят глухие люди. Говорите с ними четко и естественно. Привлеките внимание слушателя, прежде чем начнете говорить. Повернитесь к собеседнику лицом. Встаньте ближе. Используйте жестикуляцию и выделяйте ваши чувства. Повторяйте фразу, если вам кажется, что вас не поняли. Все намного проще, чем мы с вами думаем. В переводе с греческого дактилос – это палец, и каждая буква у нас, она имеет особое положение пальцев. Ну, например, дактильная азбука такая же, как в слабослышащих школах, та же азбука, только мы ее передаем пальцами и обучаем этому детей. Например, буква «Б», буква «А», «В», «Г», «Д». И слово складываем предложение. Таким образом обучаем детей устной речи. Жестовая речь – это вспомогательный элемент. Целое предложение одним жестом мы можем передать. А в совокупности они идут вместе, они дополняют друг друга и, конечно же, способствуют обучению детей. Приходят дети в подготовительный класс первый раз и не выдают звуков, слов. И когда ты их научишь какой-то букве, потом слогу, потом слову, потом составляешь из этого словосочетания предложение, это такое удовлетворение для учителя. Это такая радость для ребенка и, конечно, для родителей этого ребенка. Глухота не кошмар. Глухота – часть большой и интересной жизни. Культура неслышащих людей уникальна и весьма разнообразна. Их по праву можно назвать экспертами в сфере приспособления
к разным жизненным ситуациям. Педагоги нашего учреждения придерживаются точки зрения неограниченных возможностей детей с ограниченными возможностями. За рубежом о таких вот людях говорят, что это люди, требующие особого ухода. А у нас почему-то говорят с ограниченными. Но сейчас это слово заменили, и мы говорим о дети с особыми образовательными потребностями. Если правильно подобрать слова поддержки, то человеку становится легче, снижается тревога, он больше рассказывает, открывается, делится чувствами. Появляются доверие и надежда. Ограничение слуха не проблема для них, они могут себя найти. Главное, чтобы они были смелее, увереннее в этом. Кто-то им должен помогать, направлять. Дома родители, в школе мы, наша директор Айшат Исарбековна создает для этого все условия. У нас много кружков, секций. Мы выявляем таланты детей. Я хочу, чтобы они нашли себя в этой жизни. Наше стремление не только обучить этих детей, но и выпустить в эту жизнь людьми их, хорошими людьми, честными, порядочными. Им тут легко, а когда они выходят за пределы этой школы, вот наша цель, чтобы эти дети чувствовали себя свободно вне этой школы. И мы как бы добиваемся этого. У нас это получается. Вот я желаю, чтобы они шли по этой жизни уверенно, так же, как и все уверенные люди. Я бы хотела им пожелать, чтобы они не чувствовали себя какими-то другими, не чувствовали, что они ущемленные. Они такие же, как и мы. Мы не разные, мы равные. Все люди в обществе. Они подчас имеют даже больше возможностей. Я бы хотела, чтобы они считали себя полноценными членами нашего общества и не замыкались в себе, а наоборот развивались, обучались, работали и так далее, жили полноценной жизнью. Будущее не просто набор достижений и материальных благ, а состояние души и сердца, когда ты знаешь, что делаешь то, что любишь, окружен любимыми людьми и видишь, что твои работа и творчество вносят позитивный вклад в жизнь общества. По статистике, в России около 13 миллионов глухих и слабослышащих людей. В мире около 700 миллионов, среди которых много выдающихся личностей. Они, так же, как и мы, имеют желание и силу воли к обретению счастливой и успешной жизни. И если мы постараемся сблизиться с ними, то найдем среди них много прекрасных друзей, партнеров, клиентов, учителей и учеников, коллег и знакомых, которые откроют для нас новый и неизведанный мир. Все, что для этого нужно, стать добрее и избавиться от стереотипов.